Добрый день, это новости 24, в студии Ася Добрива и коротко о главном. На расширенном заседании в правительстве республики обсудили самозахват земельных участков, борьбу со стихией и многое другое. Расширяя границы, теперь смотреть наш канал можно и с помощью интернет-провайдера ИПТ. $100 миллионов на поддержку сельского хозяйства. Более 70 фермеров Ингушетии получили грантовую помощь. Самозахват земельных участков, борьба со стихией и другие вопросы глава Ингушетии Нузбек Евкуров обсудил на расширенном заседании в правительстве республики. Перед началом совещания руководитель региона поздравил всех с началом священного месяца Рамадан, а главам муниципальных образований поручил оперативнее реагировать на обращения, чтобы в этот период создать жителям республики максимально комфортные условия, продолжит Хусейн Гагиев. В начале встречи был затронут вопрос самозахвата земельных участков в районе нового поселка Малгобека, или, как его называют в народе, 110 гектаров. Здесь было построено 32 многоквартирных дома для жителей оползневой зоны. Проблема имеет свою давнюю историю. Территория, которая когда-то принадлежала Гупсагапши, была передана в собственность Минимущества, а от них уже по договору аренды без всяких обязательств перешла в руки третьих лиц. В итоге на месте, где должны были располагаться школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы, появились частные постройки. Юнусбек Евкуров сделал строгое замечание министру имущественных отношений республики Мадине Цичоевой и властям города за отсутствие контроля, а точнее говоря, за отношение к ситуации, как говорится, сквозь пальцы. Завтра нужно будет, через 5 лет нужно будет школу строить, вынесите за 100 километров от Малгобека, начнете строить школу, потому что в Малгобеке нету земли. Я полгода назад запретил, вам лично всем сказал, запретил там что-то делать, сказал все снести. И я 4 года назад на этом месте лично заезжал, определял, что должно быть. Всем поручение давал. Школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион. Зная, что мы там планируем целый город, город в городе. Я же говорил, все свободные пятна в городах, в селах, земель, все заморозить, все отвести и оформить под школу, под садик, оформить. Глава региона потребовал в течение 7 дней снести незаконные постройки, изъять земли и передать их в собственность муниципалитета. Далее с основным докладом о мерах по предотвращению чрезвычайной ситуации в период паводков выступил начальник Главного управления МЧС России по Ингушетии Руслан Калоев. По его словам, обильные ливневые дожди не привели к критической ситуации. Были зафиксированы ряд происшествий, в основном пострадали домовладения жителей Сунжского и Назрановского районов. В общей сложности 77 приусадебных участков и 5 домов, в частности в Нестеровской, Мужичи и Экажево. Для ликвидации последствий были задействованы около 100 человек и 47 единиц техники. Прогноз на ближайшие 2 дня, к сожалению, сохраняется крайне неблагоприятный. При получении прогноза по СМС-сообщениям, по телевидению, по радио, нужно какие-то минимальные мероприятия проводить у себя в подворье. То есть где-то с мешками, с песком, может быть, закрывать те подвальные помещения, чтобы туда вода не затекала. Глава администрации муниципальных образований – это создание необходимых сил и средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы можно было вовремя среагировать, эвакуировать население или людей с тех мест, где они могут быть подвержены, их жизнь может быть подвержена опасности. Глава республики отметил, что нужно подробно расписать, где, в каких селах и какую работу организовали главы населенных пунктов. До прибытия пожарных, спасателей и все остальное. То есть по прибытии там уже вам передает уже свою работу. Говорит, вот у нас там 40 человек работали с лопатами. Ваш дякат, и вот у нас такая ситуация, вы дальше взяли обстановку под контроль. Я ставил задачу, как дожди пошли, сделать паспорт по каждому населенному пункту. Главное ставил задачу. Чтобы мы видели его, чтобы не министр по делам МЧС об этом говорил, чтобы глава села и каждого сказал, что он нужно делать для того, чтобы завтра это все минимизировать, чтобы меньше было там расходов.
В завершении встречи начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев напомнил, что священный месяц Рамадан – это время для духовного роста и оказания помощи малоимущим семьям. Контроль обеспечения бесперебойного вода и газоснабжения в населенных пунктах, проведение во всех населенных пунктах благотворительных акций, организация мест разговения мадрасовой молитвы вдоль федеральной трассы, материальная поддержка наиболее нуждающихся семей для организации праздничного стола. Для этого нам необходимо будет, чтобы в главном муниципальном образовании составили списки нуждающихся, где мы подключим также благотворительные фонды для оказания помощи. Глава региона подчеркнул, что в правительстве в течение месяца должен работать оперативный штаб, который будет максимально быстро реагировать на любой сигнал со стороны жителей республики. Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Теперь в список вещания ТТ-телевидения включен и наш канал. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» увеличила свою целевую аудиторию. Отныне смотреть программы нашего телеканала и следить за новостями республики могут не только владельцы спутникового телевидения «Триколор» и НТВ+, но и пользователи интернет-провайдера ИТТ. Кстати, приурочено начало вещания ко Дню Республики. О достоинствах новой услуги в сюжете Румины Ахриевой. Будни и праздники рядовых жителей республики, предпринимателей, общественных деятелей, влиятельных политиков, острые проблемы города и села, новости экономики, криминальная хроника, культурная и духовная жизнь Ингушетии. Обо всем этом могут узнать зрители не только из самых отдаленных уголков республики и России, но и жители стран Европы и всего мира. Передачи НТРК «Ингушетия» давно транслируют по каналам спутникового телевидения «Триколор» и НТВ+. А теперь к ним добавился еще интернет-провайдер ИТТ. Таким образом, национальный канал раздвигает свои горизонты до предела. Отныне наши программы в Full HD качестве можно смотреть через интернет-вещание ТТ, оплатив кабельный интернет стоимостью 90 рублей в месяц. При подключении телевидения наши абоненты не несут дополнительных затрат, если у них телевизор хотя более-менее нового поколения. Если старый, то им придется приобрести приставку, которая стоит гораздо дешевле их аналогов, спутникового телевидения. В принципе, альтернатива по цене и качеству не уступает тому же телевидению, спутниковому телевидению, которое у нас так популярен на всей территории. Как говорят сами работники ИТТ, при подключении интернет-вещания клиента всегда в первую очередь интересовало, есть ли в списках каналов ингушский. Теперь есть. Вещание национального ингушского телеканала через интернет уже началось. Оно было приурочено к 24-й годовщине образования республики. Кстати, НТРК «Ингушетия» в списках каналов стоит первый. Выход в интернет не означает, что наш канал уходит с Триколор ТВ или НТВ+. Мы просто расширяем свои возможности. Весь контент НТРК «Ингушетия» производит в формате Full HD, в формате высокого качества. Но после конвертации доставки сигнала в Москву и на спутник он теряется, поэтому в пакете Триколор уже качество отличается от исходного качества. И в настоящий момент ИТТ будет единственный провайдер, который может вещать контент НТРК «Ингушетия» именно в том формате, в котором мы его производим. Почти 3 года в эфире, трансляция 24 часа в сутки и более 12 миллионов телезрителей по всему миру. Вот что такое НТРК «Ингушетия». Мы создаем самые разные передачи – детские, развлекательные, политические, религиозные, образовательные. Программы национального канала рассчитаны на все слои населения. А теперь они и в лучшем качестве, и более легком доступе. Румина Ахриева, Рина Цучева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Более 70 фермерских хозяйств республики получили грантовую поддержку на развитие своего дела. В этом году грантовый фонд уменьшился на 20 с лишним миллионов, а желающих получить эту самую помощь стало только больше. Кто уже получил поддержку от государства и каким образом она реализуется, расскажет Хади Добриева. Юсуп Аздоев фермерским хозяйством занимается давно. На этой маленькой ферме у него 16 голов крупнорогатого скота, 6 из которых дойные коровы. Разводит фермер еще и овец, кур и гусей. И если раньше о расширении хозяйства Юсуп мог только задумываться, то сейчас у него появилась реальная возможность воплотить планы в жизнь. На днях, как и еще 76 фермеров республики, он получил грантовую поддержку. Юсуп уже рассчитал, на что пойдет выделенный ему грантовый миллион. Грант да, 30% обналичить это сейчас один шахша. Узнавая сиги, хамажилера. Да, их сейчас 25 голов. Бежн хат идти, шаша идти, хада янцун.
При распределении средств в Минсельхозе постарались больше внимания уделить небольшим хозяйствам. В итоге из более 700 заявителей грантовую помощь выделили 20 семейным и 57 начинающим фермерам республики. Отбирали грантополучателей согласно определенным критериям. Акцент был сделан такой. 15 голов, чтобы было у начинающего фермера, и чтобы 60 голов было у семейного фермера. Семейные фермеры – это уже состоявшиеся фермеры, многие уже получили грантовую поддержку, поэтому их обычно показывает, что их бывает меньше. Начинающих фермеров, конечно, бывает в разы больше, и внимание им приходится оказывать больше. В этом году грантовый фонд для ингушских фермеров составил 101 миллион рублей. Это на 20 с лишним миллионов меньше, чем в прошлом году, тогда как соискателей на поддержку, наоборот, оказалось почти в 3 раза больше – 739 человек. Причем более 80% из них – это те, кто ни разу до этого не получал грант. Юнус Муцольков уже второй год подряд не может войти в список получателей грантов. У фермеров в хозяйстве 30 голов скота мясной и молочной породы. Покупателей молока, сыра и сметаны муцольговского производства, объясняет фермер, среди местных жителей тоже немало. Районная комиссия была, вторая, краевой, на 3 машинах приезжали. Все записали, все увидели. Похвалили меня, что я так занимаюсь этим делом. И уехали. Ну, я тоже здесь надеялся. Честно говоря, 100% уже я грант получу и дальше пойду. Закуплю еще скот, бычков, коров дойных. У меня 8 дойных коров, 8 дойных и 22 молодняка, 2 трактора. Косилки, мажар, все есть у меня. В Минсельхозе объясняют, угодить всем с таким грантовым фондом просто невозможно. Средств на всех просто не хватает. Подал он заявление, вот он начинающий фермер. Но мы говорим, и то не получается, видно. Так или иначе, эти гранты уже на руках у фермеров и вовсю реализуются. А в Минсельхозе обещают, первые средства, перечисленные из федерального центра в виде субсидий в поддержку ингушских фермеров, пойдут в помощь тем, кто на этот раз остался неудел. Только вот когда это будет и будет ли вообще, говорить пока рано. Хади Добриева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Это были все новости к этому часу, а в 16:00 смотрите следующий выпуск новостей. Всего доброго.